Добрый день, дорогие друзья! Как безопасно и успешно прожить эти дни с 9 по 11 февраля? Ответ на этот вопрос мы получим прямо сейчас от карт Матрицы Судьбы. Досмотрите это видео до конца. С вами Людмила Киреева, эксперт по расчетам карт Матрицы Судьбы и карт любви. Прогноз сделан на каждый день отдельно. И в каждом дне я указываю на возможные опасности, которые могут проявиться, а также и на подарки судьбы, которые можно получить от Вселенной. В прогнозе я называю карты согласно матрице судьбы и карт любви. Если вы не знаете свою карту по вашей дате рождения, то это легко исправить. Соответствие вашей даты рождения конкретной карте в матрице судьбы и в картах любви посмотрите на моем блоге по ссылке под видео, потому что перечисление только всех запутает. 9 февраля. День карты Тройка Пик с числом 42. В целом Тройка Пик — это, с одной стороны, сильное влияние творчества и разнообразия, а в негативном смысле — нерешенные вопросы по работе и в здоровье. Это карта стресса и нескольких работ одновременно. Разделение внутренней энергии. Кроме родившихся 9 февраля, эта карта также относится к рожденным 11 января, 7 марта, 5 апреля, 3 мая и 1 июня. Как же эта карта проявится в жизни людей с другими датами рождения? Наиболее сильно этот день может отразиться на людях, чья карта рождения валет, тройка и шестерка пик, а также тройка и шестерка червей. А положительные события, подарки от жизни и приятные моменты получат семерки и пятерки треф, а также семерки и пятерки пик. Уточнение и конкретизацию сфер влияния этих энергий можно получить, зная, какая планета сейчас управляет вашим годовым циклом и какие ваши управляющие планеты влияют именно на этот день. Но сейчас делается общий прогноз. Теперь обо всем по порядку. Начнем с людей с картой валет пик. Негативное проявление энергии 9 февраля, то есть тройки пик, может проявиться в сильном фундаментальном изменении в жизни, связанном с прекращением чего-либо трудновоспринимаемого изменения в какой-то сфере. Положительная сторона этой энергии: в этот день валетам пик может стать известен какой-то секрет или тайная информация. Они смогут получить мистическое озарение. Для шестерки червей в этот день нежелательное проявление энергии может выразиться в проблемах со здоровьем и эмоционально напряженном настроении. Возможны прекращение отношений. Лучше сконцентрироваться на обратной стороне этой медали, то есть на энергии духовных знаний и откровений. Для троек червей 9 февраля возможны застои и разочарования в делах, в здоровье, в идеях, в информации. Для перехода на положительную сторону этой энергии желательно быть готовым к компромиссам на работе, к усилению ответственности в делах и в собственном здоровье. Для людей, рожденных с картой шестерка пик, возможно неожиданные расходы или незапланированные финансовые потери, неудачное инвестирование. Попытка предотвратить потери может привести к нервозности и разочарованию. Попробуйте просто расслабиться и посмотреть, к какому благу могут привести вас эти потери. Возможно, к чувству свободы. А теперь о приятном. Люди с картой рождения пятерка треф и семерка треф сегодня получат положительные эмоции от общения в семье или ближайшем окружении. Возможно подтверждение вашей социальной значимости, важной роли, которую вы играете во взаимоотношениях с другими людьми. Это может быть просто приятное свидание, семейный уютный день или признание от большого коллектива. Люди с картами рождения пятерка пик и семерка пик 9 февраля могут получить информацию, связанную с доходами, и даже непосредственно в руки получить деньги или другие материальные ценности. Могут вестись разговоры о будущих доходах, возможно хорошее известие о ваших финансовых перспективах. Прогноз на 10 февраля.
День карты двойка пик с числом 41. Кроме рожденных 10 февраля, эта же карта относится и к рожденным 12 января, 8 марта, 6 апреля, 4 мая и 2 июня. В целом, двойка пик – это с одной стороны карта сотрудничества и поддержки, совместная работа, братство, а в негативном смысле – необходимость компромиссов и жертв ради нужного результата. Как я уже говорила, конкретику можно выяснить по вашим периодам сегодня и управителю этого дня для вас. Наиболее серьезный этот день может отразиться на людях, чья карта рождения дама, семерка и четверка пик, а также семерка и четверка червей. А положительные события, подарки от жизни и приятные моменты получат шестерки и восьмерки треф, а также шестерки и восьмерки пик. Теперь обо всем по порядку. Начнем с людей с картой дама пик. Негативное проявление энергии 10 февраля, то есть двойки пик, может проявиться в сильном фундаментальном изменении в жизни, связанном с прекращением чего-либо, с трудно воспринимаемым изменением в какой-то сфере. Положительная же сторона этой энергии такова. Вы можете узнать какой-то секрет или тайную информацию. Вы можете получить мистическое озарение. Для шестерки червей 10 февраля нежелательное проявление энергии карты двойки пик может выразиться в проблемах со здоровьем и эмоционально напряженном настроении, возможно прекращение отношений. Лучше сконцентрироваться на противоположной стороне этой энергии, то есть на энергии духовных знаний и откровений. Для тройки червей в этот день возможны застои и разочарования в делах и здоровье, в идеях, в информации. Для перехода на положительную сторону этой энергии желательно быть готовым к компромиссам на работе, к усилению ответственности в делах и к собственному здоровью. Для людей, рожденных с картой семерка пик, возможны неожиданные расходы или незапланированные финансовые потери, неудачное инвестирование. Попытка предотвратить потери может привести к нервозности и разочарованию. Попробуйте просто расслабиться и посмотреть, к чему положительному могут привести вас эти потери. Возможно, к чувству освобождения. Для людей с картой четверка пик этот день может быть как застывшим в отношении денег или финансовых операций. Лучше не планировать какие-то конкретные дела, связанные с этой темой, так как высокая вероятность отсрочки во времени или отмены, или просто замораживания ситуации. И теперь о приятном. Люди с картами рождения шестерка пик и восьмерка пик сегодня могут получить информацию, связанную с доходами, или даже непосредственно в руки получить деньги или другие материальные ценности. Могут вестись разговоры о будущих доходах, возможно, хорошее известие о ваших финансовых перспективах. Люди с картой рождения шестерка треф и восьмерка треф сегодня получат положительные эмоции от общения в семье или в ближайшем окружении. Возможно, подтверждение вашей социальной значимости, важной роли, которую вы играете во взаимоотношениях с другими людьми. Это может быть просто приятное свидание, семейный уютный день или признание у большого сообщества. Прогноз на 11 февраля. День карты туз-пик с числом 40. Кроме родившихся 11 февраля, эта же карта относится и к людям, рожденным 13 января, 9 марта, 7 апреля, 5 мая, 3 июня и 1 июля. В целом, туз-пик – это с одной стороны преобразование, трансформация, новое рождение, секреты, мистические знания, знания карт, а в негативном смысле неблагоприятное прекращение чего-нибудь, трудные перемены, неприятные изменения. Наиболее серьезно этот день может отразиться на людях, чья карта рождения король, восьмерка и пятерка пик, а также пятерка и восьмерка червей. А положительные события, подарки от жизни и приятные моменты получат семерки и девятки треф, а также девятки и семерки пик. Теперь более подробно. Начнем с людей с картой король пик.
Для них негативное проявление энергии сегодняшней карты Туз-Пик может проявиться в сильном, значительном изменении в жизни, связанном с прекращением чего-либо, с трудно воспринимаемым изменением в какой-то из сфер жизни. Возможно, это связано со здоровьем, отношениями, деньгами или документами. Положительная сторона этой энергии такова. Вам может открыться секрет или тайная информация. Вы сможете получить внезапное озарение. Для восьмерки червей в этот день нежелательное проявление энергии карты Туз-Пик может выразиться в проблемах со здоровьем, в напряженном настроении, возможно прекращение отношений. Лучше сконцентрироваться на обратной стороне этой медали, то есть на энергии духовных знаний и откровений. Для пятерки червей 11 февраля возможно застои и разочарования в делах и здоровье, в идеях, информации. Желательно сконцентрироваться на положительной стороне этой энергии, быть готовым к компромиссам на работе, к усилению ответственности в ваших делах и в ответственном отношении к своему здоровью. Для людей, рожденных с картой восьмерка пик, возможно неожиданные расходы или незапланированные финансовые потери, неудачное инвестирование. Попытка предотвратить потери может привести к нервозности и разочарованию. Попробуйте просто расслабиться и посмотреть, к какому благу могут привести вас эти потери. Возможно, вы от чего-то освободитесь. Для людей с картой пятерка пик день может быть просто застывшим в отношении денег или финансовых операций. Лучше не планировать какие-то конкретные дела, связанные с этой темой, так как высокая вероятность отсрочки во времени или отмены, или просто замораживания ситуации. И теперь о приятном. Люди с картой рождения семерка и девятка треф сегодня получат положительные эмоции от общения в семье и в ближайшем окружении. Возможно подтверждение вашей социальной значимости, важной роли, которую вы играете во взаимоотношениях с другими людьми. Это может быть просто приятная встреча, семейный уютный день или же признание от большого сообщества людей. Люди с картами рождения семерка и девятка пик сегодня могут получить информацию, связанную с прибылью или с доходами, возможно получение денег или других материальных ценностей. Могут вестись разговоры и планы о будущих доходах, возможно хорошие известия о ваших финансовых возможностях. Таковы некоторые особенности этих 3 дней. Более точный прогноз зависит от дополнительных данных в вашем личном периоде, в который вы проживаете в эти дни, и вашем возрастном периоде, а также другие показатели, которые присутствуют в вашем персональном годовом раскладе. На этом желаю всем хороших событий, хорошего настроения. И напоминаю, что в ночь с 10 на 11 февраля произойдет полутеневое лунное затмение в знаке Льва. В эту ночь можно загадать желание, которое реализуется к августу этого года. Особенно это возможно для знаков огня и воздуха. Буду очень признательна всем, кто в комментариях напишет о своих наблюдениях в эти дни. И, конечно, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.